столице республики с двухдневным рабочим визитом находится полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Первым делом вице-премьер страны посетил индустриальный парк Кангаласы в пригороде Якутска. Позже, по итогам совещания с правительством Якутии, Юрий Трутнев заявил о необходимости запуска территории опережающего развития уже в сентябре этого года. К этому времени на территории индустриального парка должно появиться все необходимое для работы: инфраструктура, производственные здания и энергетика. Мы сегодня вручили уже 9 свидетельств резидентов. При этом коллеги информируют меня о том, что примерно такое же количество, то есть еще 9, находится в стадии подготовки документов, но люди уже есть и проекты уже есть. Поэтому сегодня обсуждение началось даже не столько с вопроса, где искать резидентов, сколько я задал вопрос коллегам, а почему ограничились такими, в общем, небольшими размерами площадок, потому что, слава богу, место в республике есть, и, в общем, может быть, сразу создавать такой большой задел. Егор Афанасьевич сказал о том, что такая возможность есть. Предприятие уже готово. Единственная проблема, которая может возникнуть с учетом общей ситуации, когда в некотором роде предприятия могут испытывать определенные сложности в своих инвестициях. С этой точки зрения правительство сегодня получило задание оказать помощь, и такие возможности мы имеем. Если вдруг возникнут вопросы, то мы поможем. Также Юрий Трутнев провел совещание по подготовке к 6-м международным спортивным играм «Дети Азии». Масштабные соревнования пройдут с 5 по 17 июля в Якутске. Ожидается участие спортсменов из 38 стран. Уже после, отвечая на вопросы журналистов, Юрий Трутнев, как инициатор законопроекта о дальневосточном гектаре, сообщил, что его вступление в силу будет поэтапным, включая переходный период. Местное население получит время для надлежащего оформления земель, а также у них будет время заявить права даже на незарегистрированные участки. Мы дадим время, в течение которого человек сможет заявить свои права, даже не зарегистрированные в кадастре. И мы просто эти участки изымем. Точно такое же право будет у президента республики. Он скажет: это земли, здесь люди всегда занимались оленеводством, да? Не надо их трогать, нет вопросов. Мы взяли и вырезали из карты. Мы все спорные участки, у человека говорит: у меня, я эту землю получил, я не знаю, там, сельхознадел, амнистия дачная, еще что-то. Там много у нас видов законодательства, по которым человек имеет право на землю, но это право еще надо оформить, сконструировать. Достаточно заявления человека, чтобы из общего объема распределения этот участок мы изъяли. У нас нет задачи немедленно раздать всю землю. Да? Если мы изымем какую-то часть, ничего страшного не произойдет. У нас есть задача людям руки развязать, людям дать возможность работать на их земле.